Спасибо большое, Вячеслав Владимирович, что вы приняли наше приглашение. Для нас это имеет большое значение. Аппарат уполномоченного по правам ребенка Абхазии — это молодой аппарат. Я первый уполномоченный в Абхазии. В 2021 году указом президента Асланом Георгиевичем я была назначена. Первые полгода я работала на общественных началах, не было аппарата, команды, а далее уже мы сели с главой государства и поняли, что необходимо защищать детей Абхазии лучше, что необходим аппарат, необходима команда, которая будет состоять из юристов квалифицированных. И с 2022 года появился аппарат, появился офис, и у нас появилось больше возможностей мониторить ситуации, которые происходят с правонарушениями в Абхазии, и больше и лучше реагировать уже и с юридической точки зрения, и с общечеловеческой. Вот я думаю, что знаковым было то, что в день выхода указа о моем назначении Абхазию посетил тогда еще уполномоченная по правам ребенка Анна Юрьевна, и мы в тот же день подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с моей коллегой из Российской Федерации. В рамках этого меморандума мы сейчас активно сотрудничаем, работаем, особенно в вопросах, которые касаются граждан Российской Федерации, несовершеннолетних, которые оказываются в Абхазии в ситуациях, когда им необходима помощь. Сейчас с Марией Алексеевной очень активно сотрудничаем. В августе я получила приглашение посетить ее для того, чтобы мы обсудили итоги нашего сотрудничества прошлого года, этого года, и уже наметили дальнейший план действий. В этом году в рамках сотрудничества с моей коллегой в Абхазию приехало 200 детей сопровождающими. Это дети, чьи семьи участники СВО из регионов, где сейчас проходят военные действия. Они были поделены на две группы. Одна часть проживала в пансионате Айтар в Сухуме, вторая часть в Пицунде проживала. Вот команда с ними приехала большая, психологов, специалистов, которые им помогали справиться с различными сложными ситуациями, которые произошли у них в семье. Были дети, которые потеряли обоих родителей. Они приезжали с бабушками, с дедушками. Мы им организовывали экскурсии, познакомились с красотами Абхазии. Были личные встречи со мной, чаепития с детьми, где мы обменивались историями. Они открыто говорили о тех ситуациях, с которыми столкнулись. Я рассказывала о послевоенном детстве в Абхазии, так как я сама ребенок войны, семья военных, отец, дяди мои тоже награждены орденом Леона, орденом за отвагу. Поэтому все эти истории для меня и для моей семьи, вообще для народа Абхазии, они были не чужды, и очень прониклась и постарались сделать так, чтобы 2 недели нахождения их в Абхазии, они для них стали запоминающимися, чтобы они вернулись к себе уже с теплыми воспоминаниями и о народе Абхазии, о красотах Абхазии, чтобы хотя бы на короткий период времени они забыли о тех событиях, которые у них происходят. Что касается посольства в Российской Федерации, консульской службы, очень активно взаимодействуем сейчас с руководством консульской службы. Если говорить именно об обращениях в наш аппарат по поводу нарушения прав несовершеннолетних, именно граждан Российской Федерации, у которых нет абхазского гражданства двойного, порядка 50 случаев мы насчитали, и практически во всех случаях мы активно сотрудничаем с посольством и с консульской службой. И надеюсь, что вот активное, оперативное такое взаимодействие, особенно в случаях, когда речь идет о несовершеннолетних граждан Российской Федерации, которые нуждаются в поддержке